О том, что любые профессии нужны, да и важны, знает каждый студент. Но вот следовать известным строчкам Маяковского решаются не все. Между самим престижем и актуальностью знака равно нет. Ведь юристом, экономистом, бухгалтером становится чуть ли и не каждый второй. И это, как говорится, слепое следование современным веяниям. Тенденция идет на более, переходит с этих гуманитарных экономических направлений, больше подают документов и на технические направления, на естественный блок подают. Если касаться развития туризма, у нас есть отдельное направление подготовки туризм, сервис, есть направление такой подготовки. Мне кажется, целесообразнее уже подавать на эти направления. То есть у нас специалистов и бакалавров, которые окончили направление подготовки юриспруденции и экономики, сейчас достаточно много. Однако эксперты заверяют, чтобы быть востребованным, надо следовать не моде, а тенденциям рынка. Сегодня в республике развивается инвестиционный кластер, а значит менеджмент, логистика, информационные технологии могут быть в топ-листе сегодняшних выпускников. А еще в связи со сложившейся ситуацией в стране быстрыми темпами развивается реальный сектор экономики. Политика импортозамещения также диктует свои правила на рынке труда. Обучаясь в вузе, человек тратит 5 лет своего времени. Год обучения обходится в среднем от 60 тысяч рублей до 100. И 5 лет. Обустраиваемость на работу по прошлым годам где-то в районе 30%. Сейчас выше, конечно. Сейчас эта цифра достигает около 45%. Теперь, говоря о колледже техникуме. Обучается студент 3 года. Стоимость обучения порядка 40 тысяч в год. Второе. Обустраиваемость на работу по окончанию техниколледжа намного выше. Порядка, скажем, на процентов 10. Реальность сегодня предлагает выпускникам осваивать технические специальности и получать их в профессиональных образовательных учреждениях. Ведь заработная плата выпускника вуза и профучилища одинакова. Последние год-два у нас не бывает проблем с набором учащихся, потому что рабочие профессии пользуются большим спросом. Значит, по окончании учебы ребята, обучившиеся по этим профессиям, не имеют никаких проблем с трудоустройством на работу. Сегодня с последних курсов забирают сварщиков, токарей, а вот делопроизводители, например, ждут, если не месяцы, то недели поиска работы. Когда в Министерстве образования и науки Чечни озвучивают такую статистику, невольно задумаешься, а может выучиться на электрика или инженера. Они свое место в жизни находят быстрее. На днях состоялась встреча министра образования Чеченской Республики Исмаила Баевича Байханова с вице-президентом корпорации Panasonic, мистером Накамура. И министр поставил такую задачу или просьбу перед корпорацией найти возможность для обучения наших студентов за счет грантов корпораций японских, скажем, в Японии. Потому что это для нас любой новый опыт, он интересен. В республике существует несколько программ по обучению наших студентов за рубежом. Так, например, в 2013 году завершился набор студентов в Германию и Великобританию. Сегодня они получают степень бакалавров и магистров. 9 студентов уже вернулись в регион и работают в различных ведомствах. Вторая программа обучения студентов в Турции за счет грантов общественных организаций. Уже есть достаточно много примеров. Выпускники турецких вузов нашли себя и в бизнесе, и на государственной службе. Мы показали, в каких условиях учатся наши выпускники, которые сейчас в Турции находятся, какое образование там получают, они изучают язык. У нас сейчас достаточно часто к Министерству образования и науки обращаются родители, которые хотят, чтобы их дети именно по этой программе поехали учиться, получить образование в Турецкой Республике. Наши выпускники, которые сегодня поехали учиться в Турецкую Республику, чувствуют себя как дома. Сегодня Турция готова открыть свою школу в Грозном, ведь это не только обучение, но и знак доверия чеченским властям. Проект предполагает строительство учебного заведения в течение 4 лет. У нас при Министерстве образования Турции в 16 странах мира 66 школ. И каждым днем в новых странах мы открываем школу. В наших планах раньше не было такой школы в Чеченской Республике. Но после вашего визита в прошлом году министр образования Турции принял решение, что надо начинать работу именно по Чеченской Республике. Вот и получается, что Владимир Маяковский как в воду глядел, когда писал знаменитые, до сих пор цитируемые стихотворения «Кем быть?». Угадать современное веяние он вряд ли мог, зато мог предположить, что столяры и плотники, если не вечные, то очень популярные профессии во все времена. Левтина Бенедикова, Эмир Хаджиев, Хавадж Мунаев и Джамлейл Хаджалиев. Новости.